Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 3 января 2023 года, 21:01 по Берлину и 23:01 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Только что вот сейчас написал такое же название в ТикТоке, как у меня оно написано в YouTube. На украинском языке 2023 РИК Украины. Так вот, мне ТикТок пишет, что это запрещенные слова, и мне пришлось удалить полностью слово РИК Украины, год Украины. Только после этого я смог включить свой стрим в ТикТок, друзья. Вот как-то так, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Итак, перейдем к приветствиям нашим обычным. И всех приветствую. Хамзата, Асколи, Мнение, Бавидин, Мадина, Файтер. Кто у нас? Аслан Лорс, Леди. Всех приветствую. Ва алейкум ассалам. Витаю, шалом всем, друзья. Только что в израильской новостной ленте увидел, цитирую: в Подмосковье скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. В Подмосковье скончался бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Как сообщает РИА Новости, похороны пройдут на родине покойного в Чечне. Когда именно, не уточняется. Взаимно, Файтер, я рад тоже тебя видеть. Да, я тоже слышал эту информацию, что отправился к прародителям Руслан Хасбулатов, тот самый Руслан Хасбулатов, который имеет отношение к началу Первой русско-чеченской войны, то есть вторжение русских террористов на нашу землю. Хотя мог бы сделать так, чтобы избежать эту войну. Дик Мелдеш, анархист Машуэль, Мелгазни Машуэль, Шавига, Мелгазни Машуэль, Вос, Мелгазни Элдера, Машуэль, Шавига Машуэль, Альтмар Ханага. Салам алейкум, алейкум салам, Альтмар, алейкум салам. Всех я вас, друзья, приветствую. Ну и как обычно, сводки с фронта. Генеральный штаб Збройных сил Украины на сегодняшнее 3 января 2023 года с 24 февраля 2022 года потери составили за прошедшие сутки сперва плюс предыдущим 750 уничтожено русских оккупантов. Итого их стало 108 195 танков, 7 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, Айнкрафт-1, 1 вертолет сбит, 3 БПЛА сбиты и 10 автомобильной техники и цистерн. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Русская банд-армия, оккупационная, фашистская, которая никогда не соблюдает правила ведения, правила и обычаи ведения войны, на наших глазах умножается на 0. С чем я вас всех и себя лично поздравляю. Потому что эта банд-армия принесла много-много страданий очень многим людям на этой земле. И очень, как говорится, нет худа без добра. Да, конечно, это трагическое худо, очень тяжело сейчас украинцам, но кто-то должен был это сделать. И этими великими Богом избранными людьми стали украинцы. От всей души выражаю благодарность всем бойцам ЗСУ, всем семьям, их родителям, бойцов, которые вырастили таких сыновей.
Слава Украине, слава ЗСУ. Так, давайте перейдем к вашим комментариям, да. Вашим комментариям. Дорогие Штольцун Шинлабо. Амин, амин. Так, всех приветствую. Ассаламу алейкум, ассалам бамут. Шевига машвор эс ант, шевига эд. Шалом, салам. Всем свободно люб. Салам, салам. Салам. Слава Украине, героям слава. Так. Я каждый день, вот что чаще делаю, мне кажется, я надоедаю делать часто, да. Ну, просто у меня время есть, и поэтому я думаю, посижу с вами, немножечко потрачу время, общаясь с вами. И мне хорошо, и вам хорошо, и врагу плохо. Ну, короче, все идеально, да. Асна, я сегодня тебя в ТикТок отметил под одним видео, где русская женщина требует признать геноцид русских чеченцами, что не примет наши извинения. Я видел там одно видео, где русская женщина на фоне советского красного флага рассказывает о том, что Кадырову обращается, ну, его имя произносит, что вот там убили русских и так далее, почему никто не расследовал. Мне так и хотелось ответить на это, но, к сожалению, не мог ей ответить, писать комментарии не захотел, но лично я бы ей ответил бы, если бы проводить настоящее честное расследование, то, как говорится, главное, чтобы следствие не вышло само на себя. Поэтому виновных в гибели русских, наших русских, и вот этой красной фашистке не нужно упоминать наших граждан. Ну, если только они не такие же красные, они могут жить в своей красной Москве и в красной России. Это наши граждане, которых убила их страна. Как-то так, да. Поэтому им всем, ну, на всех не хватит им отвечать. Их так много сейчас развелось. Сейчас они видят, что мы ведем какую-то деятельность, видят, что наши голоса становятся все громче и громче. Наше гражданское общество, которое ушла в летаргический сон, начинают просыпаться, люди начинают говорить. Вчера я с удовольствием отметил молодых людей, которые в ТикТоке там вели стримы, общались очень. Единственное, есть моменты, что они не разбираются в людях, в некоторых. А так, парни, молодежь подрастающая или уже подросшая молодежь, она уже имеется, отлично все понимают. Ну, отлично все. У нас все хорошо, как никогда, да, цдал мула. У фашистской России все отвратительно, просто отвратительно. Я бы пожелал бы еще 2 раза отвратительнее, потому что, ну, это, по-моему, тогда была бы просто, я не знаю, большая катастрофа. Русские тела усыпаны просто на полях, в лесополосах, полях, в лесопосадках русскими солдатами, убитыми. Смотрел сегодня видео жен, уже жены начали суетиться, пошевелиться, потому что сейчас уже мобилизация идет не всех добровольцев, соответственно, поэтому люди начинают беспокоиться. Сейчас 2-я волна, хотя она одна единственная, вот как она пошла, так и идет. Вот 2-я, можно сказать, объявленная волна, она, мне кажется, еще больше встревожит людей, потому что выиграть эту войну невозможно. Все, кто пойдет на эту войну, будут либо убиты, либо инвалидами, либо преступниками.
в международном розыске. Поэтому я думаю, что русские начали понимать, просыпаться. Войну выиграть невозможно абсолютно, чтобы как бы их телевидение, что бы они там ни говорили, да, это выиграть невозможно, эту войну. Кто там из этих пропагандистов рассказывал, что там Россия воюет даже не одной рукой, а только несколькими пальцами там и так далее. Так вот, на самом деле Россия воюет изо всех сил, все, что может. Единственное, она не применяет ядерное оружие, потому что страшно. И то применила бы. Теракты еще пока по всей Европе, по миру не проводятся. Ну, видимо, потому что здешние спецслужбы работают хорошо и на корню пресекают. Поэтому в любом случае Украина выиграет. И не на полную мощь, или скажем так, одной левой пальцами, парочку пальцев одной левой сейчас воюет мир с фашистской Россией. Да, воюет Украина, но те усилия, которые прилагаются, они, если приложатся еще на два пальчика, потом на руку, потом на плечо, а если НАТО и все страны, которые против фашистской России, а уже черта пройдена, это уже изменить невозможно никак. Даже если на колени упадут, даже если умолять будут, не простят уже. Поэтому все будет Ичкерия, и Украина переможет. И 23-й год это год перемоги Украины, год Украины. Слава Украине, как после этого не сказать. Слава Украине, слава ее доблестным воинам. От всей души еще раз искренне благодарю вас всех за все, что вы делаете. Так, дал мула войнах. Вы не читаете комментарии в ТикТоке? Конечно, читаю, просто твой комментарий был очень глупый. Ассаламу алейкум, марш доволь, масу, ва алейкум ассалам, война, марш доволь. Ведь у тебя есть возможность поехать на поле боя, говорит. Не вижу смысла мне ехать на поле боя, когда там профессионалы справляются очень хорошо и без меня. Николай, ты о чем? Ты хочешь, чтобы я пошел кого-то убивал? Ну, это тебе, твои хотелки могут быть только твоими хотелками. Аслан, я подписан на тебя в ТикТок, но тебя я там не нахожу. И уведомления не приходят от ТикТок. По-моему, Амзат, в ТикТок уведомления о стриме не приходят. Я еще не разобрался в нем вообще-то. По-моему, там нет такого. Я в ТикТоке сразу включаю. Здесь же в Ютубе я за 3 часа обычно делаю, а так уведомления. Так, пойдемте дальше. Да. Поэтому, может, Амзат тебе не приходит, ну, он просто не рассылается. Если так, нет, не доедаешь, наоборот, это общение больше информации дает. Договорились, Мангазни. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Асколя, приветствую тебя. Кадырова нужно отдать украинцам. Валид хан. Я думаю, всех участников, кто принимал в войне против Украины, Украина будет у нас их требовать за те преступления, которые они совершили. Мы тоже должны свои преступления им предъявить. Но это, я думаю, наша прокуратура и украинская договорятся. Но это, конечно, это отличная идея виновных всех дать Украине наказать, потому что Украина это заслужила. Она имеет право наказать тех преступников, которые совершили против нее тягчайшие преступления.
Да, ТикТок, что це його война. ТикТок, что це його матч. Так, если начать расследование убийств чеченцев в России до войны вообще, которых немало, что тогда? Геноцид чеченцев еще до войны начался и до сих пор не закончился. Ты до какой войны имеешь в виду? Да вот то, что сейчас в Украине началась, или первая, или вторая русско-чеченская? О чем ты имеешь, что ты имеешь в виду, Леда? Макеевки устроили орков, поздравили с Новым годом. Да, Сколя. Ну, это потери, да, это большие, за раз сразу же накрыли. Роял Флэш там вышел у Хаймарса. Но такие потери у них каждый день. Иногда 1000 у них погибает, иногда больше. Поэтому, да, это, конечно же, новогоднее поздравление. Ну, чисто на русскую авось понадеялись, на русское. Не знаю, почему они собрались там. Ну вот, короче говоря, нету больше мобилизантов. Веллабо Мустан, Веллабо Хазбулатов Руслан. Чеченцев, не желающих воевать в Украине, из Германии депортируют. Воевать в Украине чеченцев, ну здесь нет желающих воевать, и никого здесь не депортируют. Я не понял вопроса. Ты имеешь в виду избежавших, уехавших от мобилизации, приехавших сюда, депортируют ли? Ты это имеешь в виду? Если ты это имеешь в виду, то не депортируют. Единственное, что я могу сказать, если вы приезжаете в Германию и просите политическое убежище, но если до того, как попасть в Германию, допустим, вы не на самолете прилетели или не на корабле, то вас вернут в страну, первую страну, в которую вы попали в Евросоюз, страну Евросоюза, в которую вы первые попали. То есть такой закон первого ступления ноги, называется, Дублине он был принят этот закон, и так он и называется, дублинский. И вас отправляют, если вы через Польшу заезжаете в Германию, то вас возвращают в Польшу. Если вы приезжаете там, например, в Грецию, то вас возвращают в Грецию. Но я помню, когда я приехал сюда в Германию, в Греции тогда был кризис, и в Грецию не отправляли. У них договор был внутри Европы, что у них сейчас экономический кризис, из-за этого в Грецию беженцев не возвращают. Как-то так. Поэтому нет, если вы уходите от мобилизации, вас не депортируют. Но могут депортировать не в Россию, а в первую страну, в которую ступила ваша нога. Те, кто давно в Германии, но не хотящих воевать, Германия выдает России. Я не понимаю, о чем ты говоришь. А в Германии не спрашивают, хочешь ты воевать в Украине или нет. Здесь такого вопроса, так вопрос вообще не ставит никто. Я не понимаю. Если ты имеешь в виду, что тебе грозит депортация, и после этого тебя отправят на войну, это один разговор. Но у тебя должен быть кейс, у тебя должно быть дело, которое рассматривала миграционная служба. И если эта служба вам отказала, вы имеете право обжаловать. Если вам отказали еще раз, вы можете там еще раз обжаловать, пойти в Европейский суд, обжалуя это. Затем вы можете обратиться в мэрию, и если за вас там губернатор, мэр, кто-нибудь поручится, его решение может быть даже выше решения суда, если, конечно, вы не представляете угрозу национальной безопасности. В случае, если такая формулировка в отношении вас существует, то вам уже ничего не поможет.
А так, если же вам уже отказано, если вы неправильно все сделали или были недостаточные основания сказать о том, что вы являетесь там, просителем, законным просителем убежища, то сейчас в связи с этим событием, что идет мобилизация, вы можете, обратившись, конечно, к своему адвокату, по вновь открывшимся обстоятельствам, сказать, что вот если меня вернут, меня отправят, прошу меня не возвращать. Вот как-то так, Леон, как-то так. Поехали дальше. Если бы зарубежные страны не сказали своей отрицательной позиции и не предупредили Путлера, то уверен, он использовал бы ядерное оружие против Украины. Путлер понял, что получит жесткий ответ. Боится. Думаю, да. Киев нас не здолате. Светлана, вітаю вас. Маш воль, масо, воль, нохчинох, маш, мокша, меша. Так, в ТикТоке нет уведомления. Ну все, значит, нет. Ясно. Салам Машал, душик, хоми телефон, чаусра валик, дели салам Машал, вылечено, Машоль. Сюрди Кёль, Фрея, всех вас приветствую, друзья. Этот Тарас Березовец совсем уже дал печальные прогнозы, типа летом будет Минск-3. Ну, я не знаю, что там Тарас говорит, может у него какая-то инсайдерская информация. Так. Украина победит по-любому. Да, Алмула, да, Алмула. Турпал, валейкум салам, Машволь, Турпал. Так. Сумца, Мустан, Игудешу. Так, Саадал, Савель, Турпал. Агантелиш. Там тренировки идет как раз. Вот вопрос, знаете, тоже сейчас Россия очень сильно раскручивает. Вначале они как бы парадом хотели пройти по Крещатику, там Проханов хотел сгореть в танке на Крещатиках и так далее, и так далее. Но сейчас они говорят, что их американцы, там Запад заманил, там украинцы это только инструмент, который используется там и так далее, и так далее. Опять идет дезинформация, абсолютная ложь. Эта ложь очень легко опровергается тем, что не Запад заманил Россию, а тем, что Россия сама хотела величия, и Запад это понимал. И об этом говорил Джохар Дудаев. И это легко просто опровергается видео Джохара Дудаева, который в 1995 году говорит, что после Чечни будет там Крым, там Украина и так далее, будет война. Это он, как советский генерал, который знает их планы, рассказывает нам, раскрывает их тайны. Поэтому это все туфта, просто мне много раз я вижу вот этот нарратив, они, который сейчас забрасывают, его нужно сейчас на корню опровергать. Я считаю, что, конечно же, Запад знал, западная разведка прекрасно знала имперские настроения фашистской России, знала, как они готовятся, украинские спецслужбы, я думаю, тоже знали и готовились к этому. И фактически приняли, так сказать. Да? Бывает, когда, например, готовится какое-то преступление, и вы, если скажете преступникам, что зачем ты готовишь преступление, мы тебя накажем, он может отказаться от этого плана и пойти другим путем, да, как-нибудь по-другому начать действовать. Тут, ну, на самом деле, я не мог поверить до конца, что Путин все-таки решится на крупномасштабный. Я и в первый раз, когда Крым он захватывали, не мог понять, для чего он это делает. Ну и потом я уже понял, что после 2012 года, когда люди уже начали выходить, это большой такой хороший сигнал для них, они очень боятся
волнений народных. Они знают, насколько они слабы. Если бы люди знали бы, россияне знали бы, насколько они сильны, объединившись в едином порыве, то, конечно, они бы за 2 часа свергли бы к чертовой матери. И они поэтому 2012 года, когда Навальный, Собчак, кто там сейчас, Яшин сидят, они все слили. Я был на этих митингах, я выходил на эти акции и наблюдал все это и в интернете, и смотрел, как они ведут. Они практически слили тогда этот митинг и спасли Путина. Сейчас тот самый Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, который сейчас борется с режимом и так далее, они фактически тогда слили вот эти протесты. И тогда, видимо, было принято решение, что вот план по захвату Украины нужно приводить в действие. И вот они сперва взяли Крым, а затем взяли Донецк часть, Луганская и так далее. Поэтому не верьте ни одному слову, которое говорят на русском телевидении. Абсолютная ложь, абсолютнейшая. Никто не хотел воевать с Россией, никому это не было нужно. Да, интересы Запада были в Украине, я в этом нисколько не сомневаюсь. Более того, мы, конечно, говорим интересы России, интересы Запада, но не меньше, точнее, даже намного больше, чем интересы Запада и России, прав на эти интересы есть у украинского народа, который не хотел этот таежный союз с фашистской Россией, с Казахстаном, с Белоруссией, с этой дырой. А хотели свободу, Европу хотели технологии, хотели безвизовый режим с Европой, хотели образование европейское, хотели уровень жизни, социальное обеспечение, хотя бы в направлении Европы. Из-за коррупции, правда, это было очень тяжело, но это такой бич, коррупция советских народов, советских республик. Поэтому в Украине это тоже очень пышным цветом расцветало. Надеюсь, сейчас хоть какая-то борьба с этим ведется. Потому что это враг, такой же враг коррупция, как и русские танки. Такой же враг, не меньше. Единственное, за это казнить нельзя, а остальное как бы... Поэтому верить вот этой пропаганде ни в коем случае не стоит. Это наглая ложь. Но русские террористы попробовали. А прикиньте, что произошло бы. Просто давайте вот проецируем на шаг, на 2 вперед. Захватывают они Киев, устанавливают свою власть, привозят Януковича, там еще кого-то там и так далее, и так далее. И фактически начинается там, ну, какая-то часть армии сражается, ее там окружают, бьют, разбивают там и так далее. Начинаются вести боевые действия партизаны. Слава богу, есть тыл, а запад Украины это такой вообще костяк, суть, соль национальной мысли Украины. И они бы, я думаю, боролись бы, но насколько эта война могла бы затянуться на 10 лет, на 20 лет, борьба с партизанами и так далее, ну, может, меньше. В итоге, что ждало бы дальше, представьте, объединилась бы Беларусь, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, там, Киргизстану, сказали бы к ногтю. Все это уже воссоздание Советского Союза. И представьте, что бы было бы. Представьте, как они оборзели бы. Они в 2014 году уже просто вообще берегов не чувствовали. Они уже поплыли. Они думали, что они уничтожили чеченцев. Фактически на весь мир унижали чеченцев, вытащив вот это чудо, которое сейчас не помещается в телефон, когда снимает видео, который клянется, что он за Россию. Тут вчера лучшие из лучших тысячи уходили в землю, сражаясь. А тут теперь выходит и говорит, я за Россию, там я и так далее, и так далее. Ну вот, что бы было бы, просто задумайтесь на минутку, куда бы это все пришло бы. И в Грузии за 5 дней там убили тысячи людей.
а потом Сирию разбомбили. Ну, короче говоря, был бы, короче, Путин был бы реально, возомнил бы себя великим человеком, да. Так. Ребята знакомые рассказывают, что из Германии на данный момент в Россию не депортируют. Ты, да, имеешь в виду? Но, может быть. Ассаламу алейкум, салам. Так, вы умный молодой человек, вам бы работать в Гааге судьей. Ну, не молодой, но и в Гаагу никто не зовет. Аслан, все просто. На Украине планируется новый Израиль. Ну вот после слова «на Украине», словосочетание «на Украине» Отто фон Штрихлик, я могу сказать, что вы идете лесом, Дион, со своим новым Израилем и со своим на Украине, Дион. Почему игнорируешь своих чеченцев? Почему тебя они ненавидят? Я не знаю, о чем ты говоришь, Руслан. Кто меня игнорирует, кто меня ненавидит. Я бываю на разных мероприятиях, на свадьбах. Вот бывал. Я что-то не видел ненависти. Наоборот, каждый мне очень выражал поддержку, хотел со мной познакомиться, поздороваться. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Каких я чеченцев игнорирую. Так. Валейкум ассалам, Вени. Так, Аслан, у бледной моли окурка нейрофизиологическая патология. От него можно ожидать все, что угодно. И я все-таки склоняюсь к тому, что этот урод попробует применить ядерное оружие. Это мое мнение. Ты имеешь право на это мнение? Вспомните, как Путин выступал. Нас хотят победить силой, хихи. Ну что тут скажешь? Пускай попробует. Чистейший понт. Да, Амзат, понт был, конечно же, невероятного. 99-го уровня понт был. И красота этого в том, что этот понт провалился полностью просто. Это будет очень интересно. Так, Хамзат, вот так. Это не мне. Аслан, в шахматы играешь? Путин хочет эндшпиль. Украина хочет шахами погонять до Москвы. Европа хочет быстрый украинский мат России. А США знает, что будет так, как решит доллар. Ну, может быть, в шахматы я давно не играл. Играл так раньше. Не играю. Демократия опасности. Орудие пытки. Не понял. Бюстихель. Дальвизель. Герл. А сам вы приехали в Европу для дискредитации. Нет, Дэнни, нет, конечно же. Почему я приехал для дискредитации того, которого уже дискредитировать невозможно? Как я могу дискредитировать? Если бы я хотел дискредитировать, я бы разве 2-3 года топил бы за него. Я бы поддерживал бы этого человека. И в конце концов, не знаю почему, даже для меня это большая загадка, почему мне предложили работать на русскую спецслужбу. Неужели мои очки и мой ботанический вид дал им повод подумать, что я не искренен в том, что я говорю и делаю. И мне предложили работать на русскую разведку. Я отказался, Дыне. И все. И после этого мои пути вот с тем человеком, которого ты говоришь. Но ведь ты из-за тузика топил вначале. Конечно, он попросил у меня помощи. Он написал мне письмо, сказал, помоги распространить информацию, у меня проблема. И я как чеченец начал ему помогать. Ты думаешь, мы забыли бы твой комментарий? Карер, мне глубоко все равно, что ты забыл по поводу смерти Тузика. Но его же не убили. И я знал, что не убили. А вот такие клинические товарищи, как ты, считают, что его убили. А я человек образованный, взрослый, понимаю где. Ну, вначале, когда он ко мне обратился, я почему-то думал, это искренний человек.
Хотя мои более опытные товарищи мне подсказывали, что там все нечисто. И я в этом плане начал поддерживать. Но как только я узнал, откуда, что ноги растут, куда идет все, что связано с русскими, я оставил в покое. И сказал всем, о чем я знаю, раз я взял эту неблагодарную роль на себя. Разобраться вот в этом чеченском узле, вот в этих противоречий, политикуме. И я буду это делать, несмотря ни на что. Я не поверю, что он вам написал о помощи. Мне все равно, поверишь ты или нет. Если ты веришь человеку, который врет, как дышит, вот, и говоришь, не веришь мне, заступаясь за него, то мне очень жаль тебе, Курачу, girl. Это прямой эфир? Да, это прямой эфир. Далмула, все, буточки, Далмула. Так, да. Что-то ваш Салти, главный пехотинец, утих и больше не говорит, что весь мир поставит. Он Америку хотел. Он Америку хотел. Ассаламу алейкум, ассалам, Петр Вольф, Машуаль. Ваше твое дело правое. Да, Сколя. С этой верой и движемся вперед. Мы-то знаем. И мне все равно. Отлично, у нас с тобой сека. Есть видео про тот вечер в Гамбурге. Про какой вечер, Карер? О чем ты говоришь? Какой вечер? Еще не вечер. Еще не вечер. Так, да. Ну ладно, это когда у меня начинается стрим, вот эти тролли разные заходят и начинают нести чушь. Но нужно отвечать троллям, пока мы собираемся, пока, ну и чтобы знали, что у нас есть на все ответ. На все, что мы говорим и делаем, у нас есть основания говорить и делать. Вот видишь, Карер так и не ответил. Есть видео про тот вечер в Гамбурге. Вот Карер не ответил и сбегает. Про какой вечер, про какое видео. Ладно. Так, я опоздал, говорит Питер. Ничего страшного, мы только начали, только разогреваемся. Пехотинец занят, он отжимается. Да-да, это точно. Машал Думасерга, Машал Хиль Нохча Ауха. Йоу, кто ты там в ТикТоке? Огибнявый арабский шнырью бой. Так, господа, все вопросы про вот этого, кого мне задаете, к нему туда, да, я уже много сказал, можете посмотреть в ютубе, в реалити, канал реалити, зайдите, очень много сказал. Сейчас я не буду отвлекаться на вас, потому что обычно, когда мой стрим начинается в ТикТок, первые сюда заходят тролли, и буквально 15-20 минут, видимо, у вас какая-то программа, сколько-то вам надо сообщений написать. И после этого под конец у вас уже никого не бывает. Поэтому я просто разминаюсь, послушаю вас, да, отвечаю вам. И как бы даю понять, что есть на все, что я говорю, у меня есть ответ. На каждое слово у меня есть основание. Я готов ответить за каждое свое слово. За каждое. Есть и данное количество 200 в Макеевке. Чили нет, кроме вот тех, что говорили 600, которые цифра, все, больше я не знаю никакой.
информация. Так, выпуск ва алейкум салам ашвой. Друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, друзья. Весело, да. Фотография Путина, где он сзади на фоне вот этих своих людоедов делает видео, последнее, там, новогоднее, да, по-моему, было обращение. А здесь фотография, и там мешки лежат, черные мешки, уже упакованные людоедики. Так, скажи громко «Слава Украине», запишу на видео. Петров 95. Я уже сказал, знаешь, у меня здесь на канале, в YouTube канале, в ТикТок, по-моему, и в ТикТок есть, и в YouTube канале реалити, и в ТикТоке есть гимн Украины. Своим отвратительным голосом я исполняю этот гимн, но от души. Поэтому можешь не просто «Славу Украине», весь гимн забрать я разрешаю тебе. Но с ссылкой на мой канал. Только тебе разрешаю, Петро, это видео загрузить. А больше никому. Так. Да, ты, я думаю, на Россию пашешь, говорит. Не верю я тебе. Не ответишь ты за свой базар, придет время. Ты думаешь, а я делом занят, да он. Ты пока сиди там, думай, а я пока дела поделаю, хорошо? Дал кельвельвайшина, Россия был белбечу. Дал один дамел дал угум хулил, вайшина Россия был беш белвучун. Делир на алят хулир, Россия демел был бешучун. Мне что удивительно, ты появился ниоткуда несколько лет назад. Почему же ниоткуда? Моя жизнь так прозрачна, как ничья ни одного блогера, которого вы здесь видите и слышите. Я рассказал все, даже то, что не нужно было рассказывать, что не касается. Для того, чтобы доказать, что мне нечего скрывать, и плюс, чтобы люди убедились в этом. И мне нечего скрывать. Я открыл все. Откуда я появился, откуда я не появился. Если бы я не появился бы, что бы изменилось бы? А? Ты не похож на политика, ты больше на электрика похож. А что тебе электрики не нравится? Электрики нормальная работа, да. Россия бол белбе швейга царцко шулил. Амин я Аллах, амин. Asta e deel als stergel senja. Čino, až ta komentarij, jeziš celiš, da mu dizi kod samo dah, mu dizi šu dehna, saj dehna. Знаешь, да тергал Бог, тергал Бауни, да маму, шам забал нас виш. Так. Асан, скажи этому, кто не верит, что Тумсик к тебе обращался, пусть он посмотрит видео на чеченский след, рязанский сахар, видео про вашу переписку в WhatsApp. Да, леди, но это видео потом только бы, переписка, это все было потом. Вначале он мне письмо прислал, на e-mail прислал. И так было. Но это, они верят, это они на работе, да он. Первые вот несколько минут, вот, ну правда уже 45 минут мы в эфире, они заходят и начинают говорить. Под конец их не бывает. Видимо, им нужно, я хочу понять их метод работы, им нужно, видимо, закинуть несколько комментариев, сделать скриншоты и потом показать. Вот мы написали, или там видосики записать, он задал вопрос, я на него ответил, там, сахирдукцер. Так, основная тема развития, там, я сделал вопрос. Мегарду. Тебя тоже найдут, не беспокойся, время придет твое. Конечно, найдут. Что, я разве прячу, что ли? Меня не надо
искать, я всегда нашедший, найденный. Да. А время придет, и мое придет, и твое придет, не волнуйся. Угар Ушхена, свет даяла договор, он, электрик, говору, электрик шанса элве, чухар, хугельтиг, шушевик, вовшен, люш, мау, дер вас мечаду, то шедеш люш. Электрики нужны больше, чем политики. Не говори, если бы все политики, вместо политиков были бы электрики, может было бы у нас лучше. Какая тема эфира? Тема эфира 23 РИК Украины. Год Украины, год победы Украины. Вот какая сегодня тема, Дэвон. Так, чили русские говорили утром 12 вечера, и их Министерство обороны сообщило 63 трупа. Я думаю, осколе там намного больше, чем 63. Русские врут всегда. Основной блок их это тролли. Пускай. А сам появился на райском коне бурке небес пусть. Как вам такой вариант? Горячий салам и шалом всем зрителям. Аслан, 98% мыслей у тебя верные. Твои полугодичные прогнозы сбываются. Дуже дякую. Шалом, Исаак. Витаю тебя. Аслан, так выложи это письмо тоже. Зачем смысл его выкладывать? Ваша блогер у его божеваннику. Блогер вацу электрику умалявик, а удуется, а у блогеруется. Только что ж тебе, вы чем слушаете вообще, парни, да? Тебя найдут то вайдал кал юэльцан. Они уже признали 300. Русские признали, Айсман 300 признали. Ничего, отлично. 300 значит там уже по 1000 их. Худерждва. Му худержду. Со электрику худерж, худерж диезон. И угамелду. Электрик держится и он. Ну ты как скажешь, Дион. Собун контролу. Собун контролу Бог, куда ты ешь, Маша. Ваша этот год будет печальным для орков. Дай Аллах летом встретиться в свободной демократической Ичкерии. Чараи. Дай Аллах, Асколе. Обязательно это произойдет. Через год, завтра, через 10 лет, через 100 лет для нас не имеет никакого значения. Для меня лично не имеет никакого значения. Сам процесс мне доставляет удовольствие. Разоблачать фашистскую Россию. Уничтожать им словом и информацией вот этих всех преступников. Ты на какой даже рассчитываешь? Это ты мне, что ли? Да, обращайся, Живаник, электрик, вон, обращайся как к электрику. Овель де Гуэльсом. Да, но это уже, да, надо будет попотеть тебе. Просто, чтобы я умер, перевожу его слова на русский. Он говорит, что мечтает увидеть день моей смерти. Для этого Эмкини нужно попотеть. Просто сидеть и желать смерти так не получается. Соберись, приедь, город Гамбург. Я тебе скажу координаты. Точно, когда будешь приезжать, заранее скажи. Я тебя встречу, как полагается. И увидишь меня. Даже может быть мертвым. Как вы смотрите на то, чтобы Чечня стала республикой Украины? Варус, а как смотришь на то, чтобы пойти за русским кораблем? Так, ну все, понял, будь Олег. Так, на какой даже рассчитываешь? Ты на какой даже рассчитываешь? Так, это некорректный вопрос, Леон.
Аслан, Африка как минимум 3000 уехкан, хора не мах 1500 до 5000 евро луж отцел ахч делари. Ты что, серьезно что ли? Мустан нам сообщает, что в Африке вырыли 3000 колодцев. Каждый стоит от 1500 до 5000. Вы можете себе представить? Если 5000, это 15 миллионов. Вы можете себе представить? Если 1500, это 4,5 миллиона евро. Вы можете себе представить? Вот это да. Ничего удивительного, что вот эти люди, которые созывали нас собирать деньги, вырыть колодцы, упитанные, хорошо одетые, всегда в чистом, в хорошем кабинете сидели. Да, удивительно, собираешь у людей деньги для того, чтобы помогать умирающим от жажды, фактически вот при смерти людям, раз ты собираешь деньги, какую далекую Африку, это такой галимый развод был, в котором участвовали так называемые братья-мусульмане. И невероятным стечением обстоятельств Вагнер там оказался в этой Африке, когда вот эти российские мусульмане начали копать колодцы. Неизвестно, кто конкретно, такого лица нет. Ну, есть вот эти разные дагестанские проповедники, так называемые, сейчас где-то в Турции там ошиваются, где-то еще. И вот невероятное стечение обстоятельств, они роют колодцы, у них все хорошо, они всегда хорошо одеты, видно, что одежда не ношенная, не в заплатках. Раз ты деньги на умирающим жаждой людей собираешь, ты же должен сперва все свое отдать, потом уже просить у людей дальше собирать. В моем понимании это так должно быть. И к рукам у тебя ничего не должно прилипать. Это невероятные цифры, которые ты сейчас тут говоришь, Мустан. Да, неплохо руку погрели, да? На кого ты работаешь? Я работаю на Его Величество господин чеченский народ, Дион. Как думаешь, если Запад скажет Украине стоп, она перестанет воевать? Нет, Украина не перестанет воевать. Если Запад скажет стоп, у Украины будут большие проблемы, как мы знаем, да, и вооружением, и всем все поставляется. Украина, даже ей стоп не нужно говорить, достаточно Западу просто сказать самому себе, мы больше не поставляем, и все. А Украина делает, что хочет, и все. Но Украина не остановится. Если вы думаете, что Запад Украину наталкивает там и так далее, что это Запад устроил войну по нарративам КГБ, ФСБ, то вы глубоко ошибаетесь. Ни мы, чеченцы, ни сейчас украинцы, ни я, который здесь сижу на протяжении, видевший эту войну на протяжении всей своей жизни, не делаем это за деньги. Мы просим у них помощи, чтобы победить фашистскую мразь, которая пришла на нашу землю. Поэтому это большое заблуждение. Это, наверное, русские так могут рассуждать. Только русские могут. Им говорят стоп, воюют. Не говорят, говорят воюют, воюют. Говорят стоп, не воюют. Но это, рабы. Мы свободные люди. И мы просим помощи. И сейчас, в данный момент, несмотря что уже все, забетонировали Чеченскую республику Ичкерия, все там закатали в асфальт, построили там, создали параллельную реальность. Мой канал называется Реалити. Реальность, значит. И я говорю про реальность. Они создали параллельную реальность. И я поэтому назвал свой канал Реальность, потому что я говорю реальность. Они создали параллельную реальность. Поэтому, да, было бы тяжело, как нам было. И, возможно, Украина проиграла бы, как она проигрывала в других войнах против России. Раньше, в истории, в которой были войны. Но это не значит, что нами кто-то управляет и движет. Нами движет желание не быть с этим фашистом в одной стране. Вот что нами движет. Нами движет то, что у нас должны быть гарантии безопасности для наших поколений. Я не хочу, чтобы следующие поколения внуков
и так далее, русский террорист опять по пьяни или по какой-то там своей сумасшедшей, людоедской своей какой-то логике решил освободить Чечню от чеченцев просто, выслать их всех на смерть, просто выдворить их и заселить туда обычными простыми русскими товарищами. Я этого не хочу. Мы слишком много заплатили. И если Америка не помогает, наоборот, у меня претензии к ней. Если Запад не помог, у меня претензии к этому Западу. И украинцы, я уверен, именно этим и мотивируются. Они защищают свою, они не хотят быть с фашистской Россией. Пошли вы к черту. Вообще разговор, вообще как может такой состояться? Почему Украина не говорит, что Москва должна быть наша? Почему чеченцы не говорят, что Москва будет? А кто такие фашисты русские, которые так говорят? Вообще у вас в голове все в порядке? Это я к русским фашистам обращаюсь. Так, Варус, меня шайтаном называет. Видимо, ты уже дошел до русского корабля, да? Всем привет там, русскому кораблю, все такое. Хамза, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Лучше дома дать сыра нуждающим. Не то слово, конечно, лучше. Гушлячая профессия или еле. Аслан, тут новость про Хасбулатова скончался. Да, есть такая информация уже, я ее озвучил уже. Аслан, как думаешь, на России в этом году будет дефолт? Я не знаю, Питер Вольф. Я этот год будет, да, Сосетлинский, напомнил ты мне этого дагестанского проповедника, который до сих пор котлы роет. Потом есть еще Цейр фонд такой называется, Мансур Садулаев. Он тоже на эти колодцы собирал. Ну там братья-мусульмане решились помочь. Забыли, правда, про Чечню, забыли про все остальные. Просто, надо африканцам помочь. Было просто. Просто больше некому было. Вот ахшня воймелся цавалин хирвар. Им боду мустан. Это правда. Так. Украина является щитом для Европы. Да, именно так-то. Я не знаю, будет дефолт, Питер Вольф, или нет, но я абсолютно уверен, что фашистской России больше не будет. У меня есть основания на это так считать. Очень серьезные основания. Я многие приводил их и дальше веду наблюдение за этим процессом. У меня были сомнения, что когда банда ФСБ упадет на колени и будет целовать ноги американцам, что они жалятся над ним. Просто они очень гуманны и очень часто жалятся, когда в отличие от русских, когда падают им на колени. Я очень надеялся, что они в этот раз не будут жалеть. И еще у меня есть сомнение, что все-таки они могут в самый последний момент сказать, ну ладно, холоп, дать ему пинка и сказать, ну ладно, холоп, будешь делать, что я скажу, и будешь, жить при своей власти, там, будешь мной контролируемый. Но этот момент, фактически уже этот процент, что американцы простят фашистскую Россию, террористическую банду ФСБ, фактически сошел на нет. Поэтому я очень надеюсь, что будет и дефолт, и все остальное. Все остальное. Так, песенка из русского мультика. Может, мы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка скорость, машинист. Думайтесь. Так.
Тещун и Сюли 1100%. Гибневый арабский шнырь. Так, пойдемте дальше посмотрим. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Оушен гуум нешцедуч хора муше бол гунцебош. Ва алейкум ассалам. Му масара бол цебо. Сомвац анец уум шдуч. Расхшен де болбеш, расхшен де болбеш. Олқас. Так, ицаэль соверу ачунаш бехма биллаш. Халдала сундушуниз, атдала сундушуни. Но расхшен де болбеш, расхшен де болбеш. Уай цаэла, уай доз цада. Границы, да, мы ни к чему не придем. Я не понарошку занимаюсь тем, чем занимаюсь. Так. Салам алейкум, брат. Ва алейкум салам. Иса, чеченец, 95, Казахстан. Салам алейкум, брат мой. Ва алейкум ассалам. Иса, ты живешь в Казахстане, я так понимаю. Зачем ты поставил 95? Это номер, который русские, уничтожив 300 тысяч наших граждан, присвоили нам как лагерному зэку, которому дают номер. Зачем вы это пишете, а? Аяхка халацаич. Вас халится бони, просто китит бог, что нас ю его оласе. Масерга олонас, агич. Чеченцы в России живут лучше всех, что ты несешь, говорит каннибал. Да, по-моему, ты общаешься с Кадыркиными, а не с чеченцами. Да. Слава Украине, слава свободной Ичкерии. Героям слава, Владимир. Владимир. Ахмад Псина. Аслан, чего ты думаешь о группе Вагнер? Это такая организация, как Blackwater? Нет, конечно, это не как Blackwater. Это обычные зэки, обычные террористы и маньяки, которые любят убивать. И это никакая не группа, это террористическая банда. ЧВК Вагнер. Знаете, на Западе, в Америке есть вот эти частные военные компании. Это очень сомнительное такое предприятие, это частные военные компании. Особенно если этим занимаются такие страны, как фашистская Россия, которая совершает геноцид откровенно. И мы видели, что творили банда, террористическая банда Вагнер в Сирии, что она творит в Украине и так далее, и в других местах, и в африканских странах они там издевались, убивали людей. Огромная масса просто преступлений они совершили. Поэтому как частная военная компания, для меня это вообще такое непонятное понятие. Такое. Я его не могу воспринять. Есть государство. У государства должна быть армия. Все. На этом точка. А частная военная компания это наемники. И на них даже законы ведения, правила и обычаи ведения войны не распространяются. Вернее, конвенции не распространяются на наемников. Поэтому это такая сложная тема, но вообще, если говорить про частную военную компанию, я к ним отношусь плохо. А Вагнер, вот эти террористы, ублюдки из Вагнера, которые убивают людей кувалдами, отрезают им голову, сжигают и все остальное, но это чисто русский ИГИЛ. Поэтому ничего в группе я не вижу. И вот что я о них думаю. Это бандиты, террористы и подонки. Садисты, самые маньяки, которые любят убивать. Да? Асланбек, ты случайно не учился в Грозненской школе? Случайно нет. А вот целенаправленно, да, довелось ли. Друзья, ставьте лайки. Аслану вход 1 лайк, выход 2. Да. Это сброд мародера, да. 95, что да, цахиц, бая, вот Машу и Баха. Сосетлинский и Садулаев молочные братья. Я не понял, в смысле.
А какая противная рожа у этого Пригожина. Прямо отражение дьявола, шайтана, беса. Когда меня тошнит от его рожи и его разговора. Да, конечно, рожа отвратительная. Аппетит пропадет, если перед едой посмотреть на него. Как это бирка 95 на ухо барана или коровы? Да. На ухо барана, если ты сам добровольно берешь, и если тебе насильно ты понимаешь, что это и берешь насильно, то как зэку ее присвоят. А если добровольно, да, то как на ухо барана. Приветствую вас, уважаемый Аслан, и всех, кто в чате. Витаю вас, Георгий. Витаю. Когда призывник таджик спросил советского офицера, а в Афганистане чай-хана есть, на что офицер ответил: чай не знаю, но хана точно будет. Ценидай, скоро РФИ придет хана, иншалла. Да, Чараи, в этом я просто очень сильно уверен. Я тебе впервые дизлайк поставил за Состлинского, зря ты плохо думаешь о нем. Я не думаю о нем плохо или хорошо, я констатирую факт. Этот человек собирал деньги на колодцы. И все. Колодцы для меня много чего говорят. И вообще, вот эти проповедники для меня вызывают очень большие вопросы к этим проповедникам. Чего они проповедуют, чему они говорят. Вот-вот ситуация в мире меняется. Нужно говорить о просвещении, политическом просвещении людей. А не рассказывать там какие-то там вещи. Но это сугубо его личное дело. Он гражданин России, я гражданин другого государства. Поэтому у меня нет никаких с ним точек соприкосновения. И не будет. Но за дизлайк спасибо. За то, что хотя бы честно сказали. О, я даже воду пить не хочу при виде Пригожина. Да. Чинов, точно. Так, давайте. Больше половины украинцев не воюют. Ну а всем воевать-то нет смысла. Все не будут воевать. Россия выиграет и, надеюсь, СССР вернется. Сурнейм. Нет, я тебя расстрою. Не выиграет твоя фашистская Россия. Никогда. Знаешь, ты, может быть, как бы сейчас еще питаешь иллюзии, что выиграет. Но твоя власть в лице Путина, Патрушева, они уже не верят, что они выиграют. Ты можешь продолжать верить? Ну, они даже не верят. Они готовы вернуть и Крым, и Луганск, и Донецк, и возместить все контрибуции, и умолять на коленях. Просто им не верят уже, понимаете? Вам не верят. Не верят, потому что вы снова обманете. Вы снова наберете сил и придете. Поэтому вас додавят. На корню, да. Терроризм – это болезнь. И мы, демократы, вас, русских, вылечим от этой болезни терроризма. Поверьте. Эту болезнь из вас надо будет выбить так, чтобы больше никогда вам не захотелось заниматься тем, чем вы занимаетесь. СССР какой-то вернешь, ты говоришь. Ты психически больной человек, ты пребываешь в пропаганде, ты обманут. Или ты просто бешеный зверь, про который говорил Путин. Какой СССР? Зачем тебе СССР? Ты посмотри, как ваши старики и ваши дети, ваши инвалиды живут. Беспризорники как. Ты на это посмотри. Величие страны определяется не масштабами страны, а тем, как относятся к старикам и к детям, и к инвалидам. Я не могу просто понять, что вами движет. У вас нет ничего, у вас нет образования, у вас нет культуры, у вас ничего нет. Морали у вас нет, нравственности у вас нет. О каком СССР вы говорите? Вы этот СССР не защищали вообще. Провели голосование ложное, обманное. И после этого не вышел никто, ни ваши офицеры, ни ваша армия. Вы что вообще несете? Что у вас в голове? Вам достаточно что-то сказать. Путин и банда ФСБ для того, чтобы захватить все
заводы, фабрики, которые наши отцы, деды на протяжении 75 лет накопили. Как мы знаем, в Советском Союзе не было собственности, и все заводы, фабрики принадлежали государству. Вот КГБшники стали дворянами, захватили это все. И теперь, чтобы вас обмануть, говорят, что мы не хотим иметь ничего общего с Америкой. Ничего общего с Россией, с Западом не хотим иметь. А заводы, у них заводы же ничего не производят. Только вот добывают руду, добывают нефть, газ. Основное вот то, что добывается. Это и так у них останется. Понимаешь? Все технологии на современных заводах, там никелевые, там другие, они все это взяли у Запада. И теперь им нужно просто эту власть узаконить под видом СССР. Вы знаете, что когда был СССР, Россия оставалась империей, такой же, как она была при Николае. И это коммунизм, это только была ширма, только прикрытие, как и демократия. И вот вас этим скармливают. Я не понимаю просто рационального зерна я в этом не вижу. Как это так возможно? Вас уничтожают, вас грабят. Вы никто, вас звать никак, у вас нет прав, вы не можете голосовать. Да, вы ходите, конечно, вам имитацию создают. Вы все знаете, что никаких выборов нет. Ваша власть, ваша спецслужба, которая обязана бороться с терроризмом, которая обязана защищать вас, она вас взрывает, спящих, ваших женщин, детей и стариков, которые вообще не имеют никакого отношения ни к власти, ни к чему-либо. 99-й год. Взрывают в метро, взрывают на вокзалах. Просто им нужно, чтобы кого-то обвинить, там, сказать, что это сделали чеченцы, чтобы уничтожить чеченцев. Я не понимаю вашей логики. Я не понимаю вообще. Вы заслуживаете то, что с вами сейчас происходит. Вот такие вещи Россия выиграет. Не выиграет Россия. Никогда она не выиграет. С вами не воюет НАТО. С вами воюет вот двумя пальчиками от НАТО. И то Украина еще не вступила в НАТО. Да, хорошо мотивированные, отличные воины украинцы. Но это далеко не вся сила, которая может быть против вас применена. Поверьте. И ваша власть знает, что она проиграла. Ей нужно просто удивить этот мир, заставить этот мир захлебнуться в крови просто. В вашей крови. Украинцев потери 1 к 10. А сейчас еще современнее оружие поступает, еще меньше будут потери. Вашей кровью, вашим мясом хотят заткнуть, удивить, в шок ввести украинцев и весь мир. Вы не введете никого в шок. Уже граница, эта черта пройдена. Все. Русские, вы приплыли, вы слишком много понтовались. Вы уже берега попутали. Вы открыли свое истинное лицо. И истинное лицо вы открыли, когда вы творили геноцид над чеченским народом. Истинное лицо вы открыли, когда ваших женщин, детей, стариков в Буйнакске, в Волгодонске, в Москве взрывали, и вы промолчали. Ваше истинное лицо, вам плевать на русских. Если вам было не плевать на русских, вы тогда что бы предприняли бы? Мне очень жаль, что вы так запутались во всем. Но вы запутались, потому что у вас не было никаких ни моральных, ни нравственных рамок. Не за всех русских я говорю. Среди русских есть нормальные, порядочные люди. Я про большую часть. Как-то так, да. Доброй ночи, Аслан. Привет с Бучанского района. Витаю, Владимир. Почему вы пытаетесь сделать России плохо, а не делать добро для своего народа? Слышь ты, российский народ это не мой народ. Российский народ это тот народ, который меня убивал на протяжении 4 веков. О чем ты говоришь? Слава Ичкірі, героям слава, дуже дякую.
Так, друзья, я перемотаю, потому что много здесь. Так, вы говорите как типичный Соровский. Я не знаю ничего про Соровскую программу, вообще ничего не представляю. Я говорю так, как говорил мой президент Джохар Дудаев, как говорил Абдурахман Автарханов, профессор, советолог. Я говорю как чеченец. А то, что Сорос говорит, как мы, это уже чисто Соросу повезло. Он попал в тренды чеченские. Русские весь мир 10 раз могут уничтожить, проснись. Русские могут 10 раз нехорошее что-то сделать, но уничтожить не могут. Если могли бы, вы сделали. Все, что... Знаете, когда у нас была война против нас, вашей фашистской страны, нам ваша пропаганда рассказывала, да давно бы уже Дудаева убили бы, не хотят его убивать, хотят там это, хотят то. Как только смогли, убили. Вот то, что вы сейчас в Украине делаете, вы говорите, да не, мы только 2 пальчиками воюем против Украины. Не, мы Киев, ваши пропагандисты уже говорят, мы взяли Киев, потом что-то решили, да ну его, город-то далеко находится там, еще по какой-то причине, и ушли. И сейчас вы говорите, что вот если бы вы захотели бы, вы людоеды, ваша власть, я имею в виду, людоедская власть. У вас нету никаких рамок, ни гуманизма, ни человечности. Я это знаю. Вашей страны, у вашей власти, у вашей армии, у вашего ФСБ нету никаких нравственных, гуманных, человеческих, которые есть у нас, у чеченцев. Понимаете? Мы вообще на разных вообще эволюционных этапах развития находимся. Вы остались еще вот в людоедском этом развитии своем. Феодальные, там, рабы, холопы, дворяне, там, вот вы сейчас к этому тянетесь. А мы совсем другие. Понимаете? Вы делаете все, что можете, чтобы уничтожить. Больше вы не можете, к счастью. И не сможете. И мне очень приятно, что именно Украина поставит точку над вашей фашистской организацией. Несостоявшегося государства. Ассаламу алейкум, бусалмнахи. Подписывайтесь, кто может. Ва алейкум ассалам. Аслан, хороший русский, мертвый русский, говорит Эрна Ивашенко. Эрна, давно вас не было. Витаю вас. Правду не война, а игра в кошки-мышки. Знаете, возникают вопросы, что почему Запад не дает оружия, почему там недостаточно этого оружия, почему еще там и так далее, и так далее. Знаете, американцы ничего никому не должны, ни нам, чеченцам, ни украинцам. Ну, украинцам отчасти они должны. Подписывали меморандум будапештский. Но по большому счету никто никому ничего не должен. Так устроен мир. Да, каждый выживает как может. Захотели помочь, есть у них интересы, помогли. Не захотели помочь, не помогли. Поэтому... так, куда я делся этот? Алла. Поэтому игра в кошки-мышки, она может кажется на первый взгляд такая. Но с другой стороны, посудите сами. Сейчас неподготовленным украинским военным американцы передают там истребители, атомное оружие, еще что-то. И Россия захватывает. Хаймарси, Маймарси, Джавелины и все остальное передает, и Россия побеждает. Что будет? Вся современная технология попадет к русским террористам. Нужно это американцам? Нет. И они смотрят, что может Украина. Покажи себя, говорят они, Украина. Получишь.
Первое время вам что нужно? Заезжает техника. Джавелины. Готовы вы сразиться? Готовы. Держите. Показали. Красавцы. Что вам нужно? Нужна там артиллерия. Держите артиллерию. Что вам нужно? Хаймарсы. Что вам нужно? Патриот. Что вам нужно? F-16. И все это будет поставляться. Поэтому это может кажется, что кошки-мышки. Но если я тебя правильно понял, что типа Россия поддается, надеюсь, до этого ты не договорился, что Россия поддается. Нет, никто не поддается. Война самая настоящая, самая суровая, жестокая. Слава Богу, инициатива у наших. Вот это меня радует. А ваших бьют. Русский чайник не могут свой сделать. Не говори. Есть сильные государства и слабые. Не хотите с Россией, будете под турками. Ну, во-первых, мы дружим с американцами и продолжаем усиливать нашу дружбу с американцами. Во-первых. Во-вторых, мы не будем ни под американцами, ни под турками, да и под вашей фашистской Россией не были. Мы всегда были при себе, при своем мнении, даже находясь в оккупации. Даже в ГУЛАГе народов, кем является Российская Федерация, так называемая, и Советский Союз, мы никогда не были под. Мы были самыми худшими по отношению к власти, к нам, но при всем при этом мы оставались с чувством собственного достоинства, и всегда наш кинжал был всегда наточен. Мы будем с американцами. Вот я за то, чтобы мы были с американцами. Вот у меня флаг. Вот он здесь висит большой на всю стену. Мне американские друзья его прислали с Америки. Я его сюда перевесил, так как он мне очень нравится. Будем с американцами. Я буду добиваться того, чтобы мы, чеченцы, дружили с американцами. И с англичанами. Так, надо привлечь внимание США на Кавказ, и тогда есть хоть какие-то шансы у Ичкерии на помощь от сверхдержавы. Вот как раз об этом Зауря и говорил. Да. Русские это подлецы, всегда что-то падкое и мерзкое делают из-под тишка. И еще со школы помню, как они рожи корчили нам над сменом, когда они ничего не могли нам сделать. Да-да, Исаак Шмулевич. Хамзат Гилаев, мы боремся за истину. Не сегодня ее время придет, завтра придет. Да, Алмула. И Бухвайнек. Боже, храни Америку. Да, Асколи, совершенно верно. Орки не то, что чайник не могут взять, а когда мародерят в Украине, то электрочайники забирают в домах украинцев без подставок. Потом, видимо, на газовой плите воду кипятят. Да, Файтер, я видел это. Видео, где они наворовали чайники, я вот дно, которое включается в розетку, его оставили. Красавцы. Но они с деревень там, откуда-то с этих заброшенных каких-то там местечек. Так, начни свой намаз, говорит Ислам ночью. Хорошо, обязательно. Вы ни за что не бойтесь. Вы кусок пирога урвать хотите, говорит Урус Мартан. God blessed from Урус Мартан. Ну, ты хорошо знаешь, что мы хотим урвать. Да, и унитазы крадут. Совершенно верно. Это ваша вообще слабость. Воровать унитазы. Так. А самое викинг беш бумабах. Дигдух викинг швайнаш бух. Война шабешбу. Все, кроме русских, все наши дают. И русские наши, только если они против империализма, русского империализма. И они даже наши. Все остальные наши дают. И викинги, и не викинги все. Никогда не будет при себе так мир. Никогда не будете
при себе так мир. Американцы святые прямо. Ну, в отличие от вас, все познается в сравнении, в отличие от фашистской России, конечно, святые. Вообще, по сравнению с фашистской Россией все святые. Хай Аллах, да, давали, давиш босик. Автоматильно. Ну, хочу темлома. Украине, уйо. Уду, хема, шайовый. Ой, как тебе ощущение, Деон? А кто бомбил Донбасс 8 лет? А детский пляж в Зугресе? А кто 8 лет назад оккупировал чужие территории? Еще да я не помню, чтобы бомбили Донбасс. Вы эти мне сказки мне не рассказывайте. Я в теме с первых дней войны против Украины. Даже с Майдана я полностью слежу за этой темой. Очень много друзей имею в Украине. Поэтому мне не рассказывайте, на другом паблике можете поговорить. А за кто может напомнить Европу, Америку деньги, которые они дали русскому против Чечни? Кто-то может напомнить? Я не помню, чтобы кто-то, американцы давали деньги против Чечни. Они спасти экономику давали, против Чечни никто ничего не давал. Вы ни за что не бойтесь, так. Да, так. А кто бомбил? Так, это было уже. Добрый вечер, слава Украине. Добрый вечер. Слава Украине, это ник у него такой. Что Дудаева координаты скидывал? Алихан Монтана. О, сейчас пошла тема, короче. Не знаю, ты знаешь, Алихан? Покажи мне. Может, тебе турецко-чеченский Кавказ-центр рассказал? Или турецко-чеченский российский Кавказ-центр это рассказал? А ну-ка, да приведи мне доказательства, что кто-то скидывал координаты Джохара Дудаева. Пожалуйста, хотел бы. Я сам задавал Полу Гомлу этот вопрос. Мне самому было бы интересно. Давай не только русскую пропаганду, а факты. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Константхяк. Уезжай, пожалуйста, в Америку и живи там. Там тебе и место. Мне в Германии хорошо. Зачем мне в Америку? Разве не Америка? Так, а как вы будете освобождать Ичкерию, сидя в Европе, или кого-то за себя отправите? Интересно. Ну, потерпи немножко, узнаешь. А кто бомбил так? Это опять повторяется, что ли? Враг моего врага, мой друг Бог, Хан Юхар. Друг Бог, Ханюар, Чеченка Сима. Сима, он не искритон. Так. Свободу Ичкерії. Дуже дякую, Олександр. Слава Україні. Америкс Венсян Гоцедир. Ой, це Вен Омудо царь, ой, ще халифачи, аж вой дадюльдельч. Первый там я один. Помните первую войну, Муслим Дасайоль, помните первую войну, мы с русскими подписали, вынудили сесть за стол переговоров, подписали договор о мире и принципах взаимоотношений. Дальше ходы, которые должны были мы делать, мы не сделали. И так получилось, что мы сами выбрали свой путь. Россия это последняя страна, которая может противостоять Америке. Влад Тамнюк. Влад, мне очень жаль, но больше нет этой последней страны. Поверь мне. Она под Бахмутом село не может взять. О чем, какой Америке противостоять? Вы о чем говорите? Вам не смешно, ребят. Если вы за деньги работаете, это понятно. Но если вы искренне пишете этот бред, мне вас очень жаль, да. Свободу Ичкерии, Грузия с вами. Сосо, амаджоба генацуале. Так.
Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ичкерия будет свободна, Джека. Да, обязательно, Джек, обязательно. Так, ты еще жив? Нет. Ты умер, и мы с тобой уже в раю, Дион. Точнее, ты в аду, а я в раю. Так, ассаламу алейкум, ассалам. Как ты? Ва алейкум ассалам. Машуаль. Vai zum Matsdil. Sumca, Beliec, Jetia, Wolf. Amerik Reziuš, evo, da dizi. Це диз? Ага, отлично, вон комментарий здесь. А мы доцевишь. Так, давайте почитаем. Я что-то отвлекся, да. Аслан, ты только за Чечню топишь или за весь свободный Кавказ? Я за всех свободных, я и за курдов, за всех топлю. Но никто на Кавказе не хочет, кроме Чеченской Республики, свободу. Поэтому, извините, я не могу топить за тех, кто об этом сам не говорит. Поэтому я в данном случае говорю о 300 тысячах убитых граждан Чеченской Республики Ичкерия и преступников, которые совершили эти преступления. А если кто-то хочет на Кавказе отделиться от России, я давно это говорил и продолжаю говорить, я с удовольствием поддержу. Но за других говорить, за весь Кавказ, я не намерен. Потому что весь Кавказ воевал у меня против меня в моей стране. Весь. Поэтому я сейчас буду топить за них, а мне придет, который вчера убивал нас, дагестанец какой-нибудь, который у нас полханкалы дагестанцев служат. И самые жестокие наши бойцы, говорят, самыми жестокими были дагестанцы. И я скажу, ты как это не за Россию? Он мне скажет, да идешь ты к черту, я тут за Россию, матушка, как я буду за свободу? Он мне скажет, не хочу за свободу, хочу за что я ему скажу? Нет, Дагестан, Кабарда, все остальные должны проявить инициативу, показать, что это народ хочет. Присоединиться либо к Ичкерии, сказать, мы хотим идти с вашим путем. Вот это другой разговор. А за всех топить, когда за нас в крови топят, ну не совсем я не вижу логики, не прослеживается. Конечно, я хочу, чтобы Кавказ отделился. И так и будет. Жду, пока объявятся кавказцы, которые будут топить за свободу своего народа. Почему кусок пирога? Мы полный пирог хотим. Да, леди, кстати, чему это кусок, да? Нам Россия должна так много, как никому и никогда. О каком куске, да, говорит. Азербайджанские песни. Ассаламу алейкум, Аслан. Я удивляюсь, после того, как эти русские свиньи уничтожили отважный, гордый чеченский народ, 300 тысяч, из которого около 60 тысяч до 18 лет, еще они без стыда хрюкают тут, швайны. Ва алейкум ассалам, азербайджанские песни. Но я скажу тебе, что не 60 тысяч у нас детей до 18 лет, ты говоришь, 42 тысячи цифра есть. Нам не надо говорить 50, нам не надо говорить 60. Есть цифры, которые озвучивались нашим руководством, нашими лидерами. И мы этой цифры должны придерживаться. А то будут говорить, вы там сказали 40, вы там 50. А так я полностью с вами согласен. Абсолютно. Убив нас 300 тысяч, они нам говорят, да вы под турками будете. Представьте, да можно на одной ноге жить на пальме в Папуа-Новой Гвинее, чтобы не жить с вами, русские. Понимаете? После того, что вы с вами сделали. Вы с украинцами даже после 8 лет войны могли договариваться. Украинцы выбирали Зеленского как человека, который договорится с русскими. Мы выбирали так Масхадова после 2 лет геноцида. Мы выбрали Масхадова, надеясь, что русские его принимают. Басаева мы любили, уважали, но раз он там проводил военные диверсионные рейды вглубь страны, его русские террористы называли террористом.
И мы как бы, ну, вот, хотели понравиться, ну вот, ну нормально. А это животный, бешеный зверь. Понимаете, с ними нельзя договариваться. И приходить сюда, говорит, вы там этим будете, вы там то будете. Какое ваше собачье свинское дело, с кем мы будем? Просто объясните мне. Я не могу понять. Какое ваше свинское дело, русский, с кем мы будем? Мы будем, у нас общий язык может похожий, может у нас культура похожая, может у нас гены какие-то похожи, может у нас религия похожа. Ну что у нас схожее? Кроме того, что у вас есть сила захватить чужое. Что у нас есть? Просто объясните. Я не понимаю, за что вы убиваете. Ладно, убивать это маньяки, вам нравится, вы получаете удовольствие. Особенно, чем больше вам сопротивляешься, тем больше гордыня у вас. Потому что убивает бич какой-то. Знаете, у нас есть чеченская присказка. Даже когда там ружье наставили на человека, если даже стреляет не мужчина, то выстреливает ружье. Поэтому этот бич какой-нибудь деревни русской приезжает, убивает чеченца. Причем никакого не воина, обычного рядового человека убивает. И все, вот у него, вот он утвердился в жизни, он добился. Он убил чеченца, да, может малолетнего, может абсолютно не имеющего никакого отношения к войне. У нас большая часть не военные люди, вообще даже не воины. Мы обычные мирные люди, по большей части. Вот славой воинов наша часть, небольшая часть нашего общества из поколения в поколение покрывала нас вот этой славой, этим именем доблестного воина. Вот все достижение этого русского бича, который приедет с русской деревни, с какой-нибудь Триковки, Брянской или Орловской области. Его достижение будет, что он убил чеченца. И вот, или украинца сейчас в данном случае, или грузина, или сирийцу голову отрезал. Вот все ваши достижения. Понимаете? Понятно, вы садисты, вам это нравится, вы маньяки, вы получаете удовольствие, и как бы это вы так утверждаетесь. Я со всем этим согласен. Я не могу понять, зачем вы себя даете так уничтожать своей власти. Я понимаю, вот я в вашу шкуру влез, смотрю вашими глазами садистов и маньяков. Вам, ну, допустим, нравится, есть такие случаи в жизни, когда маньяки попадаются. Ну, получилось так, что 90 миллионов маньяков проживает. Ну, не 90, уберем пару процентов, там оставим 88, 800, допустим, оставим, или 88 200 тысяч, 88 миллионов 200 тысяч маньяков проживает. Ну, шучу, конечно, детей исключаем и так далее. Я не понимаю вашей деятельности. Ну вот сейчас смотрите, у вас демографическая яма, вы погибаете. Ваше КГБ захватило все то, что 3 поколения наши родители, отцы, деды зарабатывали. Они себе забрали это. И теперь они говорят, идите убивайте украинцев. Сперва взорвали свои дома и послали вас убивать чеченцев. Вы никто не вякнул, ну, за редким исключением. Ни митингов, ни протестов, ни снять президента или там директора ФСБ Патрушева. Вот слуха, вообще даже разговора об этом не было. И теперь вы пошли нас убивать, теперь пошли убивать украинцев. У вас уже 108 тысяч на сегодняшний день уничтожено. Все, кто пошел на эту войну, уже не вернутся. Даже если они живыми вернутся, они уже другие люди. Война — это вообще другая тема. Стоит побывать некоторое время на войне, все, вы уже фактически этот человек, может быть, после там долгих реабилитаций, может его вернуть в общество нормально. Фактически он исключен из общества. У вас демографическая яма, у вас были миллиарды, у вас цена на нефть, на газ, у вас все было. Единственное, чего не было, поддержки не было Путина. Люди начинали уже высказывать свое недовольство. Надоел Путин. И нужна новая война.
И все вас посылает. А вы потом повторяете то, что вас обманули, и вы это повторяете. И когда мы, жертвуя вот этой пропаганды, вот этой ФСБшной пропаганды, которую заливают вам, чтобы вы убивали нас, потому что ФСБшники своими руками не делают, они вашими руками это делают. И мы, страдающие, когда вам об этом говорят, вы нам не верите. Ну, потому что мы же вы Дудаеву не верили. Даже украинцы Дудаеву не верили. В 95-м, когда он говорил, потому что будет война против Украины там, и так далее. Что в Крыму еще будет бойня. А она будет, без сомнения. Уже это очевидно для всех. Я не понимаю вас. Я не понимаю вас, да? Так. Assalamu alaikum. Aslan halde muda mokşlayalış. Dika dal bu hasta wa alaikum assalam. Aslan shizu diyalu çare uyo. O haynak sovyal düçem detsa o meldu asyuk deştik. Masert battle hunca yo. Mu masert hanties. Aslan hities battle. И убогду battle elde ахшна штилери. Тунах. Задим серьезным жду сдилештик бехмамилла. Смотрю вас давно еще с Ютуба, подписан, с уважением Украина. Дасте дуже дякую, вітаю вас. Да, ти та етлар шизуди бош. Yiğit ana. Köyçü hayok hayıç quna dat. Дуже дякую, Файтер, Исаак, всем дякую. Осаясь за то, что была Ичкерия. Заур, все, тогда ты брат, да он. Büyüstük, hayır büyüstük. Аслан, чеченцы мудрый народ. Я помню, перед Второй войной все чеченцы говорили, что Путин это незаконнорожденный ублюдок, а русские в то время верили, что он из полноценной семьи. А оказалось, на самом деле, вообще запутанная у него ситуация. Аслан 1, 2, 5 подписчик, шбош на абу тхоус куча, чулехкан хум шио, чулехкан хум шио, хохун но алуя. Na, zunde aus der Mode ruck nach. Der boy tiskan eshkal. Маш цевельче аудал бацметтер цен шеш. Так, бюстихол висель. Так, салам алейкум, сказал салам алейкум. Так, содержать пленных скоро просто будет негде. Ну, надо отправлять сюда, в Европу, на работы, пускай работают. А каждому, или раздать украинцам. Они же пугали, что каждому украинцу по 2 раба. Вот по 2 раба пускай украинцам раздают. Есть хороший канал про историю тюрка, глазами история. Была шикарная фраза. Никто так ненавидел турок, как русифицированные тюрки. К теме про Кавказ, который воевал против нас. Батуми, Dreamland Батуми. Да, вот ты очень четко привел пример. Aslan Şizudik eylere. Olatsa saum niste erval sannem olur. Так, особенно, может, эта женщина написала, хочет стать второй женой. Не знаю я. So, вот, Мусим, давай гаси, да. Салам алейкум. Алейкум салам. Так, ну давайте я тогда тут почитаю, да. Пусть восстанавливает Украину. Да, не говори, Исаак. Как раз Украину
Надо установить. Вроде ядерная держава, вроде член Совета Безопасности ООН, а попросту воры, премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Воры, воры, это мягко сказано, это бешеные звери. Так, Асан, у этих свиней мечта всех присоединить, всех поработить, и вот они такие великие, первые, а остальные народы это второй сорт. Обложились только, обидно за манкуртов, которые за этих свиней умирают. Азербайджанские песни, говорит. Тот, кто хочет умирать добровольно или за деньги, это его выбор. Жалко тех, кого насильно забирают, уже массово. Хасавюртовский договор это была передышка для России, чтобы через 3 года со свежими силами опять напасть на Ичкерию. Абсолютно верно, Заур, абсолютно, именно так. Но мы находились в тяжелом положении и пошли на эти переговоры. Я думаю, положение было критическое. Российское руководство не имеет права уклоняться от прошлого своей страны, которое весь мир считает преступным. Збигнев Бжезинский. Так, Асан, хай, одна человек, вторая твоя работа. Они так не смогут, да. Да. Аслан галстук йықан, сажим шитинаич, тоуш хирварха. Вот. Мегаду Страсбург. Дик дуsun сасауктан истеш, душу жадеша. Дал сидой, что сам сидишь. Дикду, я на этом свой стрим заканчиваю, друзья. Мы уже почти 1:50 в эфире. Поэтому я на стрим заканчиваю. Сегодня такой душевный разговор у нас получился. Я завтра, опять будет уведомление. Завтра я тоже свободен. В принципе, я, наверное, смогу сделать стрим на чеченском, скорее всего. Но будет уведомление, если буду делать. На этом все. Всего самого хорошего, друзья. Спокойной ночи. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ойл. Ой, лохуна. Что я массера бы сделал? Постоянно, да, просто. Остановить трансляцию, она не остановится.